В Ленске жители микрорайона Алрос обращаются с многочисленными жалобами на сталактиты из фекалий под домами и зловонный запах в квартирах. В управляющей компании утверждают, что работы были проведены, чтобы избежать утечек, но что-то пошло не так. В ситуации разбиралась Анна Кожевникова. Снизу канализационные благовония, сверху дожди сквозь потолок. Межэтажные перекрытия, сгнили деревянные входные двери. С многочисленными заплатами пришли в негодность. По длинным коридорам гуляет ветер, а февральская метель пробирается в квартиры. Потолочные плиты покрылись крепком, а где-то и отвалились вовсе. Вот это что? Вот это когда-нибудь кому-нибудь на голову упадет. Ребенку даже тому же. Надежда Андреевна Завалий живет в доме номер 5 по улице Донской. В ее квартире с 2018 года идут дожди, невзирая на наличие потолка. Сказали, болты поменяли вам. Там болты были. Болты, я не знаю, меняли, не меняли. А дождь как идет, у меня в квартиру все капает. У меня даже потолок грибком взялся. Ничего не делается. Ничего. Люстра сгорела у меня. Вот тут независимо цена, а то, что она сгорела, мы ее сняли, там она перегорела у нас. А замыкание может стать причиной пожара. Такие дома горят, как спички. А вот жительница дома номер 5 Наталья Стрепунина столкнулась с проблемой, бегущей под пол канализации. А как следствие резкий запах в квартире, появление тараканов, влажность. Не помогают ни многослойные листы ДСП, ни пол с подогревом. В доме невозможно в квартире находиться, запах фекалии, потому что они сливаются у нас под дом. И на протяжении нескольких лет. Всегда обращаемся, просто разводят руками или отправляют сантехников, что-то они там пробивают, что-то разрезают. В итоге это все течет под дом. Летом испарение, дышать, находиться в квартире невозможно. Еще одна проблема – несвоевременная поверка счетчиков, которую должны были сделать в декабре 2018-го. Теперь жителям ресурсоснабжающая компания выставила огромный счет. Мы исправно платили за техническое обслуживание дома и за техническое обслуживание именно вот этих вот тепловых счетчиков. Вот. В диалог сколько не обращались, все время нам говорили, что вы переживаете, все будет сделано вовремя. Сотрудники управляющей компании с таким зазывающим на разговор названием «Диалог о телевизионных камер» бегать не стали. Но разобраться, в чем суть, толком не помогли. Написала на Шардаково письмо, буду просить сама лично, чтобы сделали людям перерасчет. Канализацию мы сделали, видимо, во время мороза труба опять лопнула и набежала под дом. Заменили ребята, кусок трубы. В таких условиях живут бывшие работники алмазодобывающих предприятий. Они оказались за бортом цивилизации и комфорта. Коммунальщики обещали разобраться со всеми проблемами. Но во время монтажа материала нам сообщили, что произошла смена руководства. Как будет справляться новый исполняющий директор, мы проверим. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.